Предпоследний 12-й рейс с паломниками из Ингушетии ждет своего часа. Будущие хаджи уже прошли таможенный контроль. Осталось дождаться самолета иракской авиакомпании «Fly Baghdad». В числе вылетающих сегодня Ахмед Марем и Али Калиматовый. Этот рейс многонациональный. В основном сегодня летят паломники из Кабардино-Балкарии. Людмила Унажокова ждет посадки вместе с родственницей. Возможность совершить хадж для женщины стала полной неожиданностью. Дети обрадовали новостью, что в этом году она сможет совершить хадж. Я действительно счастлива. И я в тот день, когда я услышала об этом, я почувствовала себя. Первый раз нет, а этот раз я себя почувствовала в мечети уже, в Мекке. Вот прохладу кондиционеров, я там не была, но я это все почувствовала. Нам понадобилась на первых же этапах помощь медицинская. И очень быстро ваши медработники, девушки очень милые, оказали нам помощь. И здесь комфортно, все хорошо. А вот Курбан-Дибир Амарасхабов летит в Мекку для совершения хаджа уже в 32-й раз. Еще в 1990 году, будучи молодым, он впервые вступил на святые земли Мекки и Медины. С того времени не пропустил ни одного года, кроме пандемийных. Мужчина признается, побывав там один раз, хочется возвращаться снова. В этом году он выбрал ингушскую авиагавань. Обслуживание на уровне. Гостиницы и в Мекке, и в Медине находятся в удобном расположении, близко к масджид Аль-Харам и масджид Ан-Набави. И поэтому решили отсюда. Значительно упростило процесс организации хаджа присвоение нашему аэропорту международного статуса. Было нелегко, но со слов министра по внешним связям, печати и информации Вахи Бекова, с нашей стороны все организовано на высоком уровне. У нас и в аэропорту все очень хорошо налажено. Пограничники быстро, оперативно пропускают. Таможенная служба отлично отработала, вообще без проблем. То есть у нас по вине комитета по хаджу и республиканских властей никаких проблем не возникло. Во всем помогло нам то, что у нас есть международный статус. У нас, вы как знаете, первый раз республика принимает иностранную авиакомпанию. К нам первый раз стали прилетать иностранные борта. Вообще из-за этого и пограничники к нам более лояльно, хорошо отнеслись, и таможенная служба. Этим бортом для совершения хаджа летят около 200 человек. Всего же из аэропорта Магаз совершили 12 из 13 запланированных рейсов. Из нашей авиагавани напрямую в Джидду вылетели более 2200 человек. 1309 из них – наши земляки. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов. Новости 24.